Это древнее захоронение в селении Мужичи. Исторический памятник, по предварительным данным, датируется XIV веком нашей эры. Известно, что захоронение проводилось в довольно сложных погребальных сооружениях, каменных склепах. Это когда выкапываются глубокие входные ямы, и в одной из стенок делаются так называемые камеры, где непосредственно и происходит обряд погребения. Кстати, эта яма глубиной в несколько метров. Огорчает то, что кладбище почти полностью разрушено, и все из-за так называемых чернокопателей. В 2017 году здесь побывали, сложно их назвать людьми, те, кого принято называть чернокопателями. Они вскрыли все эти могилы. А впоследствии люди, мне кажется, что от незнания образовали здесь стихийную свалку. То есть в эти вскрытые могилы, они подумали, что это ямы. Я не знаю, чем они мотивировали свои поступки. Но так или иначе, в эти вскрытые могилы они понабросали мусор. Ахмед Мужихоев заинтересовался этим древним захоронением совсем недавно. Поехав с родственниками на место, увидел, что вся местность была буквально превращена в свалку. Недолго думая, он вместе с добровольцами занялся очисткой, ведь такая ситуация просто недопустима, считает Ахмед. Мы с ребятами сюда приехали и своими скромными силами вычистили эти могилы. На этом кладбище, которое проходило, она проходила несколько этапов. То есть мы не приехали за раз и не вычистили все. Тут очень много мусора было. Это длилось несколько этапов. Последний этап, когда мы закончили убирать этот мусор, это где-то неделю назад было. Можно допустить, что антисанитарию здесь развели по незнанию. Жители якобы и не подозревали, что мусорят в зоне исторического захоронения. По виду это обычные холмы, переходящие в лесополосу. Однако оправданием это служить не должно. Ведь сбрасывать мусор вне специальных полигонов также строго запрещено. Чтобы этого впредь не повторилось, Ахмед считает, что на въезде нужно повесить специальную табличку с информацией для населения. Археологическую ценность ты их обозначаешь. Это сразу притягивает к этому месту чернокопателей. Но дело в том, что уже сейчас, так как эти могилы уже вскрыты, здесь чернокопатели побывали, и все, что можно было унести ценного, если они, конечно, нашли, они унесли. То сейчас установка этих указателей, обозначения этой территории более чем целесообразна. Местная администрация также приняла ряд мер для предотвращения расхитительства гробниц и очистки захоронения. Идея с информационной табличкой, считают, поможет сохранить историческое кладбище от засорения и уничтожения. Это место и для нас уже вдвойне ложится на нас ответственность содержать, охранять и это место. Посильными, всевозможными доступными методами мы будем, конечно, охранять это место и поддерживать тут состояние такое. Местные жители уверяют, что расхищают и засоряют достопримечательность кто-то из приезжих. Ведь кто живет вблизи этой территории, прекрасно знает о древнем кладбище. И даже не раз производили перезахоронение останков. Руслан Баркинхоев считает такое отношение к истории нашего народа недопустимо как по законам ислама, так и по моральным. Берет якылгиш дöne мелден босах. Я дерик дöne мелд айваржи алатыш. Кезгәдели кейшнатса иттәгәли тәкүлие. Аулы хирдан сал булды. Иште жагмысыл. Гор утыш. Халлахи кашыл дуках. Халгуле шак беркегна. В ближайшее время будет решен вопрос о занесении этой местности в кадастровый реестр с последующим присвоением ей статуса памятника древности. Местная администрация и волонтеры призывают жителей нашей республики проявить сознательность, чтобы такие случаи не повторились. Ведь здесь захоронены наши общие предки. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.